Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие козероги. Сегодня мы посмотрим прогноз 22 по 28 августа. Посмотрим, какими же события могут быть в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента. И напоминаю о том, что это вообще прогноз. Итак, дорогие козероги, давайте-ка смотреть. Промежуток времени с 22 по 28 августа. Ну что, поехали, будем смотреть. Так, ситуация какой-то болезни, но болезнь временная. Вполне возможно, это температура, либо давление, либо голова вот просто болит, мигрени какие-то. ОРЗ тоже может быть. Так, есть конфликт. Может, из-за этого и поднялось давление, допустим, да, есть какой-то конфликт. А что это за конфликт, на почве чего? В начале недели какой-то конфликт. Козероги, что за конфликт? На почве либо поездки куда-то, либо приобретения автомобиля, либо молодого человека, либо каких-то новостей или гостей. Либо придется куда-то ехать. Ну вот на почве этого. Так, дальше. Так, есть ситуация какой-то подлости со стороны, может быть конфликт с женщиной. Это может конфликт с женщиной. Есть какие-то у вас, есть какой-то обман. Может быть, вы прочувствовали это обман. Ну, есть со стороны этой женщины обман, поэтому может быть и какой-то конфликт. Либо вы есть ситуация, когда со стороны такой женщины идет, либо, знаете, она кусает вас словом каким-то, либо сплетни распускает, либо вот конфликтная такая женщина сама по себе, и тут не грех уже как бы с ней поссориться, да, но она за спиной делает какие-то, может делать какие-то подлости. Это, кстати, может быть любая женщина, сестра, жена, мать, свекровь, теща, это женщина где-то поругались, может, на улице просто, эм, или это начальница. Ну вот есть такая ситуация у нас. Может быть, на почве, допустим, вам нужен отпуск или по болезни, да, допустим, вы конфликтовали, либо конфликтуете, и у вас сразу давление поднялось, либо заболели там, либо вот с начальницей по поводу того, что вам нужен какой-то больничный, а вам не дают. Может, вы или конфликт в поликлинике, допустим, с врачом по поводу здоровья, да, вот такой вот конфликт может. Но это любая женщина может быть. Дальше смотрим. Так, что у нас тут дальше? Мгм. Так, есть у нас любовь, влюбленность, обновление чувств. Может быть, вы тут поссорились, тут и помирились. Либо это новое знакомство. Либо у кого-то ссора со своей какой-то там дамой сердца из-за того, что влюбились в новую даму сердца. Ну, такой, ну, у каждого своя ситуация какая-то. Но есть ситуация тут какая-то влюбленность и обновление чувств. Знаете, или любовь вспыхнула по-новому. Так, хорошая новость. Что у нас за хорошая новость такая? Кто-то вам напишет, какая-то переписка, какую-то хорошую новость получите. Кто-то напишет. Может быть, по поводу денег, кстати. Ну вот что-то вот с деньгами может быть связано. Кстати, новость по поводу
какого-то как выигрыш для вас, да, то есть это что-то небольшое, это маленькое, но какая-то удача, какая-то что-то вот удачное, или удачная переписка вот с кем-то, вот вы познакомились, и переписка такая вот возобновится, или возобновится с кем-то, или переписка будет такая, либо вот получение какой-то новости по поводу денег вполне возможно, по поводу. Для кого-то это может получение вот, кто-то, а может кто-то вот новость и о том, что вы получите какие-то деньги. Может быть такая ситуация. Но это, может быть, это премия. Может, для кого-то это небольшие деньги, может это, но они в данный момент вас выручат. Ну, что-то хорошее. Или на то, на что вы даже не рассчитывали, раз так вот повезло, или выиграли в какую-то лотерею. Так, какая-то хорошая новость будет для вас. Подарок. Вот видите, у нас подарок для вас. Может быть, кто-то деньги перешлет. Что за подарок? Хорошая новость и сразу же подарок. Подарок может быть из дома, кстати. Подарок может касаться недвижимости. Подарок может быть что-то для вашего ремонта. Подарок от червового короля. Червовый король — это у нас все, кто э, водных стихий. То есть это может быть мужчина, это может быть отец, это может быть муж, подарок от мужа, от отца может быть. Это может быть человек под знаком зодиака рыбы, скорпион и рак. Ну, это в денежном эквиваленте подарок может быть. Так, дальше смотрим. Друг. Друг — это встреча с другом, с друзьями. Либо это перерастет, допустим, вот дружба в какую-то любовь, либо это любимый друг, человек, которому вы очень доверяете. Так, дерево мы не можем перевернуть, но это говорит о том, что это кто-то из родственников, либо какое-то приглашение может быть еще. Приглашение к родственникам может быть такое вот, на какое-то торжество. Так. Угу. Так, чуть-чуть подвину сюда. Так, давайте-ка теперь будем смотреть, что у нас еще тут может совпасть. А, у нас еще ж конфликт. Господи. Еще что у нас тут может совпасть? Так, здесь нет. Тут у нас тоже косвенно дерево только совпадает. Так, у нас все-таки есть здесь подарок в виде денег. То есть это прибыль. Прибыль. Для кого-то это проигрывается как прибыль, для кого-то это как конкретно деньги. Ну вот видите, у нас все-таки деньги выплыли здесь. Так. Еще, ага, у нас часы могли бы выпасть, но они у нас уже зафиксированы, поэтому у нас тут не получается с часами. То есть о каком-то временном явлении говорит, либо о каком-то опоздании, где-то куда-то вот спешите, вот куда-то можете опаздывать. Так. Угу. Ну, как бы все. Так, ну что, давайте подытожим. Будет у нас конфликт в начале недели с некой женщиной, из-за чего может некая женщина, любая женщина, то есть любая женщина, может
быть какая-то болезнь, либо поднимется давление, либо болеть голова, либо поднялась температура, может быть, на этой почве будет конфликт. Может, отпроситься у начальницы придется. Ну, тоже как вариант. Так, и ситуация, кстати, вот вы будете чем-то опечалены, расстроены, то есть в какой-то степени это вам, вот конфликт этот, как сильно, м, сильно вы расстроитесь из-за этого. Такая печаль какая-то будет, печальная печалька, да. Вот. Либо ОРЗ, ну, в общем, и какая-то ситуация может быть такая. Конфликта и вот болезни. У нас оно там рядом стоит, да. Есть также ситуация какой-то влюбленности, обновления чувств, любви, проявления любви, новость положительного рода, подарок в виде денег, скорее всего, и либо какая-то вот новость о том, что у вас будет какая-то прибыль и подарок. Встреча с другом может быть еще. Вот такая, или с друзьями. Вот такая вот для вас, такой для вас прогноз. Давайте-ка еще посмотрим карту недели. Что она нам еще может рассказать? Что нам посоветует? Потому что это больше как совет, колода, совет, метафорические карты. Невагомість. Невагомість, она говорит о том, что невагомість, это на русский язык переводится как невесомость. То есть в данной ситуации вам особо ничего не нужно делать, нужно отпустить ситуацию, и тогда только все само по себе разрешится. То есть не нужно никаких усилий прилагать для решения какой-то ситуации. Все разрешится само собой. Вот такой для вас прогноз. Всем спасибо за внимание, просмотры, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.